Летний сезон 2022 года в самом разгаре. Время каникул – важный и значимый период для развития, воспитания и оздоровления детей. Именно летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников. И в это время происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развития творческого потенциала. Но не у всех родителей есть возможность организовать для своего ребенка полноценный отдых. В таких случаях неоценимую помощь оказывают детские лагеря. Здесь организовано питание, работают опытные педагоги, врачи. И лагерь – это самое надежное место, где ребенок может почувствовать себя самостоятельным. А также такой отдых помогает укрепить здоровье. В этом году в Нерюнгринском районе в детских лагерях отдыхают около 1500 детей. В 2022 году в лагеря дневного пребывания привлечено более 1700 детей. Это обучающиеся Нерюнгринского района, наших общеобразовательных организаций. Привлечено к работе 174 сотрудника. Это воспитатели, вожатые, медицинский персонал, работники пищеблока и технический персонал. Также организованной занятостью в лагерях дневного пребывания организованы 21 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 116 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 14 детей, которые прибыли в наш район с территории ЛНР и ДНР. Перед открытием первого сезона членами межведомственной комиссии проведена большая проверка. Приемка всех лагерей, все наши лагеря соответствуют требованиям и нормам и открыты своевременно. При общеобразовательных учреждениях все лето работают лагеря дневного пребывания. Культурная программа организована совместно с коллективом Центра культуры и духовности. Вообще Центр культуры и духовности с большим удовольствием очень давно участвует в совместном проекте с управлением образования по организации детских пришкольных лагерей. Обычно к нам детки приходят 2 раза в неделю, мы для них устраиваем часовые развлекательные игровые программы. Они всегда могут быть посвящены разным событиям. Это оговаривается как с вожатыми, так и мы, наши режиссеры центра, делают свои предложения. Но цель какова? Чтобы детям было весело, интересно, чтобы они после каждого мероприятия вынесли какой-то урок, чему-то научились, что-то интересное увидели или сделали, чтобы, в общем, у них от посещения нашего центра и этих мероприятий остались очень благоприятные, радостные впечатления, чтобы они хотели к нам ходить не только на РВО, но и потом в дальнейшем в течение учебного года на мероприятия. Лагерь дневного пребывания «Галактика» – это более 500 ребят из разных школ с 1 по 6 класс, а также более 40 человек педагогического состава. Продолжительность каждого сезона – 21 день. Такие пришкольные лагеря считаются самой востребованной формой летнего отдыха детей школьного возраста. Я хочу познакомиться с всеми друзьями, играться, всем это. Мне уже все нравится. Я хочу проводить время в лагере с пользой, то есть гулять с друзьями, веселиться. Ну, может, отдохнуть где-то. Большим праздничным концертом открывается очередной сезон в детском оздоровительном лагере «Мужество». В июне здесь отдохнули 250 ребят. Сейчас количество человек увеличилось до 297. Подготовка к открытию лагеря началась за несколько месяцев. Была подготовлена вся территория «Мужества», произведен ремонт. Тщательно формировался кадровый состав работников. Перед открытием лагеря проводились ремонтные работы, естественно, обновлялись корпуса, ремонт столовой, все ежегодные запланированные мероприятия. Конечно, подготовка педагогического состава длится у нас с сентября месяца. То есть вожатые готовятся у нас заранее к смене. Проходят курсы, посещают всероссийские детские центры. И все традиции мы воплощаем здесь, в лагере «Мужество». Каждый год у нас разная тематика. В первую смену у нас были творческие экспедиции. В этом году у нас смена искусства, театр, дети. Это проект, который мы выиграли на республиканском конкурсе социальных проектов «От идеи к реализации». И педагогический отряд «Легенда» Союза детских общественных объединений Содружества решил реализовать этот проект именно на этой смене.
Большая подготовительная работа проводилась и среди вожатых. Весь учебный год они работали над проектами и программами для того, чтобы каждый день для ребят был насыщенным и незабываемым. Распорядок дня у нас такой: заезд в 8, потом у нас в 8:50 начинается утренняя общелагерная зарядка, потом все в 9:00 идем в столовую на завтрак. Дальше у нас идут отрядные дела, подготовка к разным мероприятиям, репетиции также разных мероприятий, к которым мы готовимся. Вот. Потом у нас идет обед. Также отрядные дела – это разные коллективные, отрядные, творческие дела, которые раскрывают также детей как потенциальных актеров и сценаристов, режиссеров. Вот так. Дальше у нас идет сами общелагерные мероприятия на сцене. Обычно они проходят в 14:30. И дальше у нас завершение – это полдник и отъезд. В течение смены будут проходить КВСТ, разные общелагерные мероприятия на сцене, такие как фэшн, разные мероприятия, направленные на раскрытие детей как талантов в роли актеров. Каждый год в лагере мужества разная тематика. Этот сезон направлен на развитие творческого потенциала. Он так и называется – «Искусство, театр, детство». Дети у нас перевоплощаются в актеров, и юных театральных мастеров будут ставить свои спектакли, свои сценки. Собственно говоря, на закрытие они представляют, каждый отряд представляет свой, так скажем, этюд, свой мини-спектакль, в котором поучаствуют все дети из отряда. То есть дети на второй смене у нас развивают свои творческие, креативные способности, артистизм, умение выступать на сцене, навыки публичного выступления и все в этом роде. Каждый вожатый непосредственно со своим отрядом по смене прорабатывает с ними те навыки, которые я уже озвучила. Это навыки публичного выступления, артистизм для того, чтобы дети хорошо держались на сцене, умели красиво говорить на камеру, на публику. Также каждый вожатый проводит у нас в этом году свои специальные курсы. То есть каждый вожатый выбрал направление, в котором он чувствует себя уверенно, по которому он может подготовить, так скажем, тоже уже начинающих специалистов, которые, может быть, в дальнейшем тоже когда-нибудь будут вести свои подобные спецкурсы. Например, у нас есть тир, где ребята учатся стрелять, работают с оружием, разбирают, то есть знакомятся с ним. Есть у нас декоративно-прикладное искусство, где ребята занимаются лепкой, рисованием и так далее. Также есть танцевальные кружки и мероприятия. То есть на этих двух сменах в этом году у нас дети получают максимальный охват по навыкам, по различным умениям, те, которыми их могут обучить вожатые. Подготовка к работе у нас проводилась за несколько месяцев до начала самого летнего сезона. Вожатые собирались непосредственно, прописывали все эти смены, прописывали каждый свой спецкурс. Затем все эти спецкурсы, естественно, проверялись, чтобы каждый ребенок мог получить качественную, скажем, работу, которую мы проделали, качественную работу, качественно отдохнуть благодаря тому, что мы прописали, благодаря тому, что мы сделали. То есть подготовка заняла у нас довольно долгий период, но мы надеемся, что не зря, и каждый получит от наших программ большое-большое удовольствие в этом году. Сейчас в лагере 12 отрядов. У каждого свой девиз, название и тотем. Даже у каждого вожатого свое направление в работе с воспитанниками с учетом интересов детей. Я работаю в направлении, честно скажу, в лагере работаю первый раз. Уже вторую смену отрабатываю, если первую не считать. Работаем все по одному направлению. Это профильная смена кино, театр, детство. Тут в детях уже пытаемся развить их такие таланты, скажем так, работая на сцене, работая с публикой и всего такого привязанного. То есть кино, театр, детство, оно рассчитано на проявление детских талантов, связи со сценой. Я когда был в возрасте детей, скажем так, я прошел в лагере мужества с 9 по 5 отряд, и вот уже в последний год, когда я был на 5-м отряде, я уже понял, что такое вожатый, кто такие вожатые, и беседуя со своим вожатым, не соврать, вроде это была Вика, просто из воспоминаний, действительно я ей восхищался, и просто в голове была мысль, вот, возможно, я когда-то тоже им стану. И одним зимним вечером мне пишет старшая вожатая, вот, не хочешь себя попробовать. Я понимаю, то, что это судьба, то, что сбываются мои мечты. Вот, все, поехали. У вожатых проходит жесткий отбор, то есть подготовка, экзамены и уже расстановка по отрядам. То, что здесь оказался, очень рад, потому что для меня, как для будущего, возможно, педагога, это огромный опыт работы в лагере. Сложность работы с детьми, честно скажу, в моем возрасте, 4-й отряд, 10, 11, 12 лет, это переходный возраст. Про остальных сказать не могу, но смотря на вожатых младших отрядов, мне их очень жалко. У меня такие переходнички, которые кто-то уже интересуется подростковыми штуками, кто-то еще остался в детском возрасте, но
Работаем с каждым, подстраиваемся под каждого, чтобы всем нравилось, ведь лагерь для этого и существует, чтобы дети сюда приезжали, отдыхали, наслаждались. В этом году впервые в лагере воспитанники добровольного детско-юношеского движения «Юнармия». Хотелось бы сказать, что это в первый раз. То есть первый раз Юнармия оказалась в лагере мужества. Ну, мы решили с командиром штаба, с Колесовым Спортком Владимировичем, что это будет как оздоровительная программа. То есть что она в себя включает? Это строевая подготовка, а самое главное – это дисциплина. То есть дисциплинируем людей, вот, и даем какие-то базовые навыки обычного солдата. То есть готовим их к настоящей, скажем так, армии. Но не забываем то, что все-таки это дети. Вот. И вообще это традиция. То есть мы в первый раз, вот закончилась только первая смена, начинается вторая. И это будет из года в год все, то есть первый раз. Вот. Мы выделяемся, мы очень сильно выделяемся. И это все влияет на то, что... Ну, давайте начнем с того, что форма. Прежде всего, это форма, это береты. И прежде всего, мы солдаты, мы бойцы. Соответственно, у нас есть тут и прапорщики, и командиры. То есть все как в обычной армии. Ну, опять же, повторюсь, это только детское. Вот. Отличаемся тем, что мы носим автоматы, мы ходим в бронежилетах. И, соответственно, у нас все по уставу. Вот. То есть, опять же, это, скажем так, ну, опять же, я условно говорю, ну, не строгий режим, соответственно, все равно дети должны отдыхать, играть и так далее. То есть мы, воспитатели, вожатые, мы про это не забываем. Вот. Ну, у нас есть свои рамки. То есть, если, допустим, у обученных отрядов есть воспитатель-вожатый, то у нас, ну, если мы говорим про данный момент, у нас есть товарищ-прапорщик, ну и, соответственно, я товарищ старший инструктор. Вот. Лагерь мужества расположен в чистой экологической зоне. Для ежедневного отдыха детей здесь имеются все условия. Столовая, спортивная площадка, игровые зоны, санитарное помещение. Многие дети после первого сезона остаются на второй. И большая часть из них уже не в первый раз проводят свои каникулы. И почти все мечтают вернуться сюда вновь. Мне здесь нравится то, что мы просто целыми днями гуляем, репетируем всякие наши номера на сцену. И здесь очень нравится, тут хорошие воспитатели, вожатые, очень интересно, ищут подход к каждому ребенку, интересные игры, веселые, постоянно всякие конкурсы. Мы также играем в настольные игры, рисуем, делаем всякие поделки, и все это происходит совместно. у нас были квесты, которые мы проходили в прошлом сезоне, в первом сезоне. Мы заняли первое место, и у нас было звание лучшего отряда. Вот. После этого, когда мы все разошлись, все плакали по окончанию первого сезона, но те, кто пошел на второй сезон, не плакали. Но мне все равно было жалко, потому что многие мои друзья уходят, и это очень жалко. Во время каждой смены ребят ждет много ярких и увлекательных мероприятий. Это и спортивное состязание, игры, квесты и конкурсы. И все это направлено на расширение кругозора, развитие их творческих и познавательных интересов, а также на укрепление физического здоровья.